участники съезда. Дорогие Маша Дуал, что в соответствии с законом Республики Ингушетия от 20 было избрано 253 представителя съезда. Из них за истекший период ушли из жизни некоторые представители. Дал геш дол царя, дал ахетн бол визам, дал вягалёль. Исахаш, говоришь бахет. Куда? Уважаемые участники съезда, сегодня в зале присутствует 213 делегатов. Кворум имеется. Какие будут предложения по открытию съезда? Поступило предложение открыть. Кто за это предложение, прошу голосовать мандатами. Голосуют только представители. Кто за? Кто против? Воздержались? Нет. Спасибо, решение принято большинством. Уважаемые делегаты, участники съезда, съезд народа Ингушетии объявляю открытым. Уважаемые участники съезда, слово предоставляется главе Республики Ингушетия Юнусбеку Баматкеевичу Евкурову. Уважаемые представители и гости нашего съезда, позвольте мне поприветствовать всех собравшихся в этом зале и поздравить с началом
нашего Народного съезда. Как вы знаете, съезд созывается в особых случаях, когда есть объективная потребность посоветоваться с народом, узнать его мнение по наиболее актуальным и проблемным вопросам. Такова и потребность, на мой взгляд, назрела сегодня, и поэтому я подписал указ о проведении данного съезда. Выносимые на ваше обсуждение темы касаются установления административной границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой и предстоящие выборы главы Республики Ингушетия. Оба вопроса, они судьбоносные, оба вопроса, они важные, и оба вопроса требуют совета с народом. От того, какие решения будут приняты представителями съезда, естественно, зависит не только дальнейшее развитие нашей государственности, не только общественно-политическая ситуация в последующем, но и, конечно, наши добрососедские и уже не в кавычках братские отношения с чеченским народом. Рассчитываю, что выводы и решения съезда и действия делегатов будут продуманными от души, от сердца. Мы с вами не должны допустить, чтобы из-за меркантильных и корыстных интересов определенных лиц, в числе которых, к глубокому сожалению, есть и представители нашего народа, пострадала наша государственность. В истории Ингушетии были периоды, когда мы приобретали государственность, были вмешательства внешних сил, благодаря которым мы теряли государственность. Мы знаем свою историю, знаем, как к этому шли, мы знаем, как Ингушетия входила в состав России. И мы по воле Всевышнего приобрели свою государственность. Не независимость, мы не были независимы или зависимы, а свою государственность. Законное право по завещанию наших предков. Как это сложилось, это история. И не наша вина. Но так было определено судьбой, что мы сегодня являемся субъектом Российской Федерации. Мы развиваемся, и мы должны беречь то, что есть. То, что нам в те далекие 273 года назад дали наши предки. На каком-то этапе потеряли, но сейчас мы отвечаем за это. Мы должны это беречь. Почему? Потому что подрастающее поколение должно от нас из рук в руки получить нашу государственность. При этом не ущемляя ни в коем образе интересы других народов, других субъектов. Дорогие друзья, здесь присутствуют люди, делегированные жителями населенных пунктов, институтами гражданского общества, законодательными органами власти, которые будут принимать решения по сформулированной повестке дня проблематики. Также очень много известных общественных, политических, религиозных деятелей. Кроме того, на наш съезд приехали, я хочу им выразить огромную благодарность, представители наших земляков в других регионов России. Приехали наши представители с Европы, с Казахстана, с Кыргызстана. Я понимаю, что путь недалекий, но они приехали, потому что знают свою республику, где бы они проживали, помнят о ней, дорожат ею. Я недавно, посещая Казахстан, Европу с концертной программой в честь 20-летия Республики Ингушетия, был приятно удивлен, обрадован, и я не раз об этом говорил и сегодня заявляю. Никто там не потерял свой язык, свои обычаи, свою культуру. Они великолепно образованные, молодые ребята, и старшие контролируют этот процесс. Это очень радует. Они не оторвались от своей республики, они помнят про свою республику. И то, что они сегодня есть, я бы хотел их поприветствовать. Спасибо большое, что вы приехали, что вы любите свою родину малую, проживая на других территориях. Бесспорно важно, и для меня, как руководителя республики, приятно, что на нашем съезде присутствует первый президент Республики Ингушетия Руслан Султанович Аушев. Спасибо. Почему это важно? Руководители субъекта, руководители республики
должны участвовать, обязаны участвовать во всех мероприятиях, которые проходят в республике. Будь это такие судьбоносные моменты, как сегодня, будь это праздники, не дай Бог, будь это трагические дни. Это обязанность руководителя субъекта. Почему? Потому что он был руководителем этой республики, народ доверял, и он должен всегда быть с народом. В качестве почетного гостя или в качестве другого человека, но это должно быть так. И сегодня я хочу еще раз сказать спасибо Руслану Султановичу. Прошу тех, кто будет выступать сегодня на съезде, в первую очередь придерживаться регламента, соблюдать максимально политкорректность. Мы много в этом зале нас, у каждого есть свое мнение. Прошу учитывать мнение каждого, уважать мнение каждого. На нас смотрит в режиме онлайн весь мир. Прошу это понимать. Это съезд народа Ингушетии. СДЕЛ – это наш продукт. Никто не должен этого отрицать. Поэтому прошу максимально соблюдать СДЕЛ на этом съезде. Решение, какое будет принято, это решение съезда народа Ингушетии. И прошу это решение уважать, какое бы оно ни было. Как бы кому оно не понравилось или нравилось. Также сегодня прошу всех, кто приехал в гости других регионов России, с Европы, с Казахстана, максимально объехать республику, посмотреть республику, изучить республику и по приезду в свои места проживания в Казахстан, Кыргызстан, Европу, в другие регионы России, рассказать там, чем живет республика, чем дышит. Я поставил задачу Министерству экономики, вообще в целом правительству, дать вам максимально материал для того, чтобы вы с собой провели. И после этого съезда 15 часов здесь же, в этом зале, со всеми этими представителями мы отдельно еще раз проведем совещание. Далбарца болбы у нас не далвайн таган бархижет яхи беркитиол бакхаджабет яхи хуге. Успехов в работе съезда. Спасибо. Уважаемые делегаты, уважаемые представители съезда, нам необходимо договориться о повестке дня съезда. Как вам известно из средств массовой информации, у нас предлагается рассмотреть два вопроса. Первый вопрос. По ситуации, связанной с установлением административной границы с Чеченской Республикой, докладчик, председатель Народного собрания Республики Ингушетия, председатель комиссии по взаимодействию с органами власти Чеченской Республики по определению границы Мухарбек Ильясович Дидигов. И второй вопрос у нас об общественно-политической ситуации в связи с выборами в 2013 году главы Республики Ингушетия. Докладчик, секретарь регионального отделения партии «Справедливая Россия» Евлоев Руслан Хасанович. По повестке дня будут другие предложения? Нет. Кто за данную повестку дня съезда, прошу голосовать. Кто за? Против? Воздержались? Нет. Спасибо. Повестка дня съезда принимается. Уважаемые представители, нам нужно договориться о регламенте работы съезда. Есть предложение предоставить докладчику по первому вопросу до 15 минут, докладчику по второму вопросу до 10 минут, выступающим в прениях по 5 минут. Перерыв на 30 минут предлагается сделать 12 часов и завершить работу съезда в 14 часов. Кто за предложенный регламент работы съезда, прошу голосовать. Кто за? Против? Воздержались? Нет. Решение принято. Слово для доклада предоставляется председателю Народного собрания Мухарбеку Ильясовичу Дидигову.
Деді Халшин Масани, доброго дня. Дали Эрзужберг Тихалтан, Вилаша Африка. Уважаемые делегаты съезда, уважаемый президиум, вынесение на обсуждение съезда народа Ингушетии вопроса по ситуации вокруг определения границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой считаю крайне важным. С одной стороны, этот вопрос довольно прост, если его решение основывается на заявляемых в любом выступлении некоторых политиков соседней республики отношениях братства и нерушимой дружбы. Другое дело, когда за этими лозунгами стоят скрытые от прямого взгляда цели и задачи. Нужно отметить, что тема разграничения территории между Ингушетией и Чечней возникла с того момента, когда в 1991 году Общенациональный конгресс чеченского народа провозгласил независимую Чеченскую республику Ичкерия и заявил о выходе Чечни из состава Российской Федерации. В этих условиях ингуши взяли курс на восстановление своей государственности в составе Российской Федерации. После образования Ингушской республики и формирования ее государственных органов власти уже в 1994 году чеченской стороной выдвигались идеи разграничения территории на основе двух документов Всесоюзного Центрального исполнительного комитета ЦИК 29 года о присоединении Сунжского округа к Чеченской автономной области и 1934 года объединения Ингушской и Чеченской автономных областей. Известно, что эта тема была предметом обсуждения в парламенте Чеченской республики Ичкерия, и тогда за желанием расширить свои пределы в сторону Ингушетии прослеживалась попытка установления границы не только с Ингушетией, но и с Россией. Правительство Ичкерии несколько раз выходило на переговоры с правительством Республики Ингушетия, чтобы закрепить свою позицию документально. В разные годы руководителям двух республик подписывали соглашения по разграничению территорий, однако они имели скорее декларативный характер и в силу определенных объективных обстоятельств не получили практической реализации. В новую актуальность эта тема приобрела в 2008 году, когда встал вопрос об организации местного самоуправления в Ингушетии и Чечне. И опять на пике агитационной кампании стоял парламент Чеченской Республики. Принимались заявления и обращения, возмущенные в кавычках, чеченской общественности к руководству Чеченской Республики и ингушскому народу. Сознательно в нескольких фразах напоминаю всем два события из прошлых лет, чтобы обратить внимание на то, что нынешняя кампания вокруг границы со стороны коллег из Чеченской комиссии ничем не отличается от предыдущих. Те же заявления, те же обращения и те же заверения нерушимого братства. Так же цинично, как и в 2008 году, сегодня, спустя почти 5 лет, чеченское руководство в достаточно непроглядной форме напомнило ингушам о пригородном районе. На встрече с представителями Общественной палаты Республики Ингушетия, которая прошла в Народном собрании в марте этого года, мне задавали вопрос, почему ингушская сторона, то есть возглавляемая мной комиссия по определению границ, не освещает свою работу в средствах массовой информации. Они упрекали нас в том, что мы не отвечаем адекватно на каждое высказывание чеченской стороны. И тогда, и сейчас скажу кратко. Нам нет необходимости устраивать истерии по этой теме. У нас имеется достаточно нормативных исторических документов, относящихся к более раннему времени, чем 1934 год, которые говорят о том, что земли, на которые претендуют официальные лица из комиссии и парламента Чеченской Республики, даже не могут быть отнесены к спорным территориям. Есть много доказательств, и прямых, и косвенных, того, что эти земли, несмотря на то, что на них строились различные линии заслона, всегда находились в ведении представителей родов и тейпов, относящих себя к ингушам. Сегодня каждый в отдельности человек живет на земле своих предков или каким-либо образом связан с нею, как бы далеко ни находился. По крайней мере, по установившей традиции, тело его продается земле предков. Более того, архивные документы говорят нам о том, что станица Слепцовская, Троицкая, Михайловская, Нестерская, Ацинская заложены на месте ингушских поселений Сарали-Юрт, Куре-Юрт, Казах-Кечу, Ажир-Юрт, Ахбарзой и других, некоторые из которых сегодня находятся под юрисдикцией Чеченской Республики. Не буду обращаться к документам относительно принадлежности земель вплоть до реки Фортан. Мы знаем свою историю, мы знаем историю своих соседей, и у нас нет и быть не может угрызений совести по поводу того, что мы живем не на своей территории и пользуемся благами не своей земли. Теперь несколько слов по проекту соглашения об установлении границы, который подготовлен нашей комиссией и передан чеченской стороне и федеральным органам власти. Могу сказать, что в комиссии рассматривались три варианта.
в том числе и учитывающие населенные пункты за сегодняшней линией раздела. На наш взгляд, избранный нами вариант, а именно сохранение в неизменном виде той границы, которая сложилась на текущий момент и закреплена законами о местном самоуправлении, это наиболее приемлемый и отвечающий объективной реальности, безболезненно воспринимаемый нашим народом. Откровенно надо сказать, что с этим вариантом согласно не абсолютное большинство населения Ингушетии. Есть полярная, я бы назвал ее радикальная точка зрения, носители которой высказываются в связи с предложенным вариантом, как и об измене интересам народа. Их позиция основывается на исторических материалах, касающихся периода создания в 2020 году и последующего затем распада Горской автономной республики, на знании людьми мест своего происхождения и обитания до прохода на Кавказ различных завоевателей, прихода сюда царской России и последующие изменения территории вплоть до нынешнего времени. В ответ на наш проект 18 октября 2012 года мы получили предложение по установлению границы со стороны Чеченской комиссии, где нам предлагается уступить территорию Сунжинского и части Малгобекского района. Определенным вызовом явилось принятие в тот же день парламентом Чеченской республики законодательного акта, предусматривающего отнесение к соседней республике 7 населенных пунктов Ингушетии. Это означало, что все призывы чеченской стороны о проведении совместного заседания двух комиссий основывались не на желании прийти к компромиссному решению, а было лишь поводом для того, чтобы придать гласности уже принятый ими закон. В этих условиях наша комиссия единодушно пришла к мнению, что проводить совместные встречи и совместную работу по обсуждению вариантов соглашений не имеет смысла впредь до отмены парламентом Чеченской республики вышеназванного закона, о чем мы проинформировали руководство Северо-Кавказского федерального округа. Проблемы с границами Ингушетии существуют со дня образования Республики Ингушетия. Неисполнение в полной мере закона Российской Федерации 4 июня 1992 года об образовании Ингушской республики в составе Российской Федерации и закона о реабилитации репрессированных народов в части ее территориального устройства стало причиной конфликтов и споров в октябре 1992, 1994, 2008 и сегодня. На юридическом языке есть четкое различие в понятиях установления границы и изменения границы. У нас есть понимание того, что ни в 29-м, ни в 34-м и тем более не в 44-м году у ингушского народа никто не спрашивал согласия на изменение границ и перевода одних или других территорий под юрисдикцию соседних субъектов. Есть неоспоримый факт, что ингушская сторона ни в прошлые, ни в последующие годы, вплоть до нынешнего времени, от этого деления ничего не получала за счет других народов. Нет необходимости скрывать, что к руководству республики и многими общественными организациями предъявляется требование об определении границ по всему периметру. Сегодня мало кто не знаком с теми правовыми основаниями, позволяющими установить границы Республики Ингушетия ее органами власти или народом республики. Расписан сценарий последовательных действий, начинающихся с принятия ряда законов, описывающих конкретные участки границы или в целом закон о границах Республики Ингушетия. Что можно сказать по этому поводу? Безусловно, такая позиция имеет право быть, но следует ли нам идти по этому пути, здесь вопрос. Мое твердое убеждение в том, что так или иначе, без согласительных процедур, без участия заинтересованных сторон, без участия, наконец, федерального центра, эту проблему не разрешить. Никакие односторонние действия не приведут к благому результату. Не всякие федеральные и не всякие республиканские законы общественно-политического и социально-экономического направления сегодня реализуются в полной мере. Нужно думать о том, что, сделав один шаг, будет ли возможность сделать второй. Этим вопросом необходимо заниматься не от случая к случаю, не от выборов до выборов, не громкими митинговыми заявлениями, а ежедневно и кропотливо, не на площадях и в интернете, а за столом переговоров. Пусть мы будем разговаривать год, 2, 3, но мы будем разговаривать, а не призывать. Будем налаживать новые и новые контакты до принятия и реализации справедливого решения. Вот в этом смысле понятны высказывания представителей Общественной палаты республики и других общественных объединений. Мы не должны, как временщики, уходить от острых проблем. Не должны отделываться заявлениями. Нам нужно решать проблемы не иначе, как только через переговоры. Мне вспоминается разговор одного старика ингуша лет 30 тому назад. Он говорил, что есть люди, которые хотят одним прыжком забраться на крышу дома. Им жаль того времени, которое уходит на сооружение лестницы и на движение от ступеньки к ступеньке. В применении к устройству добрососедских отношений на улице, в селе, в республике и между народами нельзя пытаться сократить время, нельзя терять терпение. Мы живем на своей земле.
живем и будем жить на земле своих предков. И нам нет необходимости поддаваться чьим-то сиюминутным настроениям. Некоторые новые исследователи истории, весьма далекие от научных методов, с одобрения властей соседних субъектов пытаются сегодня на свое усмотрение трактовать те или иные исторические события, меняют их окраску, переносят ударение в выгодном для себя свете и зачастую доходят до демагогии в чистом виде. Хотят возвысить один народ над другими, растаскивают родовые и тейповые общины по разные стороны и, наконец, устраивают политическое шоу там, где оно, по сути, и не могло быть. И поэтому наиболее мудрым и достойным решением для Республики Ингушетия и Чеченской Республики представляется согласиться с определением административно-территориальной границы в том виде, в каком она находится в настоящее время. Именно такого решения, я уверен, ждут от нас простые люди. И пусть сегодняшний съезд ингушского народа скажет об этом, а чеченский народ услышит это. И пусть мы займемся главным делом, устройством будущего наших потомков. Спасибо. Уважаемые коллеги, доклад у меня завершен, и я хотел бы обратиться к делегатам съезда и к ведущему съезда. Есть подготовленный, прежде чем мы перейдем к прениям по первому вопросу, есть подготовленный проект обращения съезда народа Ингушетии в связи с вопросом определения границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республики. Если вы позволите, я его хотел бы огласить. В процессе работы, если будут какие-то дополнения или изменения, тогда этот съезд и делегаты выразят. Можно будет, да? Спасибо. Проект. Обращение съезда народа Ингушетии в связи с вопросом определения границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой. Дорогие соотечественники, съезд народа Ингушетии обращается к народам Республики Ингушетия и Чеченской Республики в связи с ситуацией, связанной с определением административной границы между двумя республиками. Испокон веков, проживая на территории Северного Кавказа, ингушские и чеченские народы сохранили свои обычаи, традиции и язык. Без преувеличения сегодня можно сказать, что все это стало результатом мудрости и стойкости наших предков. Нам предопределено жить рядом, и мы не должны оставлять территориальную проблему нашим потомкам. Перенос межевой линии лишь повредит развитию народа. У комиссии двух республик сложились диаметрально противоположные позиции по определению границы между нашими субъектами. Каждая из сторон, беря за исходную точку различные исторические документы, претендует выйти за пределы существующей ныне границы. Съезд считает необходимым предложить руководству Республики Ингушетия и Чеченской Республики приемлемый вариант, отвечающий объективной реальности текущего времени. Это сохранение межевых линий в описании ныне существующих в приграничной зоне муниципальных образований. Мы уверены, что при таком исходе дела не будет проигравших сторон. В то же время есть твердая убежденность в том, что от этого выиграют наши народы и Великая Россия. Спасибо. Уважаемые делегаты, представители, есть вопрос докладчику? Нет вопросов. Мухарбек Ильяс, вам спасибо, пожалуйста. Уважаемые участники, есть предложение сейчас предоставить слово первому президенту Республики Ингушетия Руслану Султановичу Алышеву. Хорошо. Уважаемые представители народа, участники съезда, в Организационный комитет по подготовке проведения съезда поступили у нас заявки на выступление. Есть у нас выступающий по предварительной записи. Предлагается, чтобы нашу работу провести, чтобы устраивало всех присутствующих, чтобы вы знали, что мы слово предоставим в рамках регламента всем желающим и в рамках времени. Предлагается, значит, по записи 2 человека выступает, и потом у нас выступает из зала. Если такой порядок вы принимаете, хочу предоставить слово
Зурабову Мусе Алиевичу. Дэдэй Михайлович, добрый день, уважаемые участники съезда. Вынесенные на повестку дня вопросы имеют очень большое значение для республики, для жителей нашей республики. Мудрые люди говорили, что каждый народ, который хочет быть вечным, должен иметь свою государственность. Если не будет государственности, то народ постепенно будет поглощен его соседями. Для того, чтобы была государственность, нужна территория. Поэтому вопрос о границах в целом республики имеет очень большое значение. Я полагаю, вопрос о границах не только Чеченской Республики, а в целом вопрос о границах нашей республики очень актуален. Я надеюсь, в рамках действующего законодательства в спокойной обстановке эти вопросы будут разрешены. Поскольку сегодня мы обсуждаем вопрос о проблемах с границами Чеченской Республики, я бы хотел показать некоторые документы, которые дают право нашей республике устанавливать границы, где, как их устанавливать и какие основания есть у Чеченской Республики на эту территорию. В моих руках декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 20 января 2021 года об автономной Горской Социалистической Советской Республике. Здесь сказано, что Горская Республика образуется следующими образованиями: Чеченский округ, Назрановский округ, Владикавказский, Кабардинский, Балкарский, Карачаевский. Никакого Сунжинского округа среди субъектов, образующих Горскую Республику, нету. В 8 пункте этого декрета указано, что автономная Горская Республика делится на 6 административных округов, каждый со своим окружным исполнительным комитетом: Чеченский, Ингушский, Осетинский, Кабардинский, Балкарский и Карачаевский. Как видите, и здесь Сунжинского округа нет. Горская Республика начала быстро распадаться. Первыми вышли кабардинцы, балкарцы, карачаевцы. Декретом в ЦИК от 30 ноября 2022 года из Горской Республики была выделена Чеченская автономная область. 30 ноября 1922 года. Буквально через месяц после выхода Чеченской области из Горской Республики Президиум в ЦИК принял постановление о границах Чеченской автономной области. Здесь сказано, это постановление от 4 января 2023 года. Границами автономной Чеченской области считать границы Чеченского округа автономной Горской Республики. То есть этим постановлением сказано, что Чеченская область выходит из Горской Республики в тех же границах, в которых она вошла в Горскую Республику. После того, как Чеченская Республика, область вышла из Горской ССР, она еще существовала, Горская Республика существовала 1 год и 7 месяцев. У Чеченской области никаких территориальных претензий к Горской Республике не было. 7 июля 1924 года Горская Республика была упразднена, и на территории этой оставшейся части Горской Республики были образованы Осетинская область, Ингушская область и Сунжинский округ. Только после того, как распалась Горская Республика, был создан Сунжинский округ. Если в числе учредителей его не было, то после того, как Горская Республика была упразднена, на территориях Ингушского, как там было написано, Назрановского округа, было образовано 2 субъекта. 4 февраля 1929 года Сунжинский округ был упразднен, и территория его в основном была присоединена к Чеченской автономной области. И об этих территориях, об этих постановлениях идет речь. Это справедливо только если мы поселились рядом с Чеченской областью в 1934 году или 1929 году.
моих руках постановление Президиума ВЦИК об установлении границы в районе Ачхой-Бартана и Бамута. Здесь сказано, что согласованная граница утверждается, и она проходит по реке Фортанга, правая часть ингушская, левая часть чеченская, то есть Бамут находится на территории Ингушетии. Недавно наша архивная служба выпустила вот этот вестник. Здесь опубликованы посемейные списки жителей Ингушского округа Карабулакского участка. Начинается этот список с перечисления жителей, поименного перечисления жителей Баташ-Юрт. Наверное, многие сидящие в зале не слышали, что это за Баташ-Юрт. Долго я искал, нашел на карте. Вот она карта. Здесь сказано, что Баташ-Юрт находится в нескольких километрах восточнее Асиновской. И это было довольно большое село по тем временам, 1400 жителей было. Дальше идут населенные пункты, как в этих поименных списках указано, Ахборзы, Бумутская, Нестеровская и так далее. И это перечислено как ингушские населенные пункты. Все эти факты и многие другие говорят, что у Ингушской республики и жителей нашей республики есть законные основания на то, чтобы мы включили эти территории в свою республику. Поэтому я считаю, что необходимо наладить контакт, взаимодействие с органами власти Чеченской республики. Нам недопустима конфронтация ни с чеченским народом, ни с чеченскими властями. Мы должны сохранить спокойствие на юге России и в то же время в законном порядке защитить интересы нашего народа. Я думаю, интересно будет присутствующим мое мнение по второму вопросу. Я считаю, что выборы являются самым эффективным инструментом, честные, свободные, демократические выборы являются самым эффективным инструментом в борьбе с коррупцией. Поэтому я считаю, в нашей стране, в Российской Федерации, в нашей республике должны быть выборы всех уровней органов власти. Спасибо за внимание. Спасибо, Муса Алиевич. Есть предложение. Кто хочет выступить из зала? Парчиев Руслан, пожалуйста, вам слово. Единственное, уважаемые коллеги, соблюдайте регламент. Желающих выступить много. Он сейчас на трибуну. Пожалуйста. Я не буду долго задерживать вашего внимания, буквально, наверное, 2 минуты. Мне кажется, я высказываю свое мнение, никому не хочу его навязывать, но мне кажется, люди, которые считают, что границы республики не определены, не читали закон о создании республики Ингушетия. Дело в том, что вообще-то законы действительно те, которые издались последними. Так вот, хочу обратить внимание на ключевые фразы этого закона. Он принят по предложению президента России. Им, законом, создана Республика Ингушетия. Я имею в виду вот этот последний закон. Создана Республика Ингушетия. Далее, в распорядительной части закон обязывает Госкомиссию произвести территориальное разграничение с учетом закона о реабилитации казачества и его самоопределения в составе Республики Ингушетия. Это ключевые фразы. Им же вопрос о Чечне откладывается до стабилизации ситуации. То есть границы определены, и те, кого это касается, об этом знают. Знает прокуратура, знают суды, знают службы кадастра. Дело в том, что я недавно, позавчера, начал искать в Сунжинском районе Сунжинский районный суд. Его там нет. Прокуратуры в Сунжинском районе Чечни тоже нет. Это говорит о том, что федеральные органы власти, да, это вот прокуратура,
И они знают, что там не может быть Сунжинский районный суд, потому что не положено. По подсудности, там есть вопросы подсудности, вопросы разграничения. Так что мне кажется, что все учтено в этом законе, законе о создании Республики Ингушетия. Кто считает, что закон не соответствует Конституции, может его оспорить в Конституционном суде. Кто считает, что разграничение неправильно, может оспорить ее согласно статье 85 Конституции в Верховном суде. Поэтому тут я считаю, что вопросы больше надуманы. Просто надо внимательно прочитать закон и вникнуть в него. И там все сказано. Да, действительно, Сунжинский район, вот Муса подтвердил, он был. Просто он не говорит, что это Сунжинский казачий район, а фактически он казачий район, Сунжинский. Вот. И он восстанавливается на территории Республики Ингушетия. Вернее, он не восстанавливается, но закон должен учитывать, что, возможно, казачий район будет восстановлен именно на территории Республики Ингушетия. Все. Продолжаем. Спасибо, спасибо. Уважаемые участники съезда, для комиссии по определению границ Чеченской Республики, для представителей участников съезда очень важно услышать ваше мнение. Для депутатов Народного собрания очень важно услышать ваше мнение. И сегодня любые ваши выступления будут услышаны. Я думаю, что вы можете выразить свою точку зрения, но самое главное, чтобы ваши выступления, чтобы не разжигали межнациональную рознь, чтобы они не носили экстремистский характер, как отметил в своем вступительном слове глава республики. Так, из зала кто хочет выступить? Да, пожалуйста. Берите пример с Парчиева. Нет, вот на трибуну, пожалуйста, на трибуну. И укладывайтесь в регламент. И прошу вас представиться. Житель Борсуков, Казанского района. Вот эти документы, вот эти вот разговоры, одно и то же, одно и то же. Мы доказываем одно, чеченцы доказывают другое. Это испокон веков и до скончания века будут говорить. Мы свое, а не свое. Единственный человек, который может решить этот вопрос, это Путин. Путин решил грузинский вопрос быстро. Оккупировал сразу всю Грузию, разбомбил всех вот этих шаек, леек, признание подписал, вызвал, значит, из Африки. Науру есть государство, 8 тысяч населения всего. Пригласил, Чавеса пригласил, который скончался недавно. По существу вопроса, по существу вопроса, да. Вот так я говорю. Мы к России относимся или нет? Это вопрос Трубицына. Если мы относимся к России, почему Путин спит, что ли? Почему вы боитесь говорить правду все? Над нами издеваются всю жизнь. Всю мою сознательную жизнь издеваются. И боятся, все боятся, всех забили, затуркали, забушкали. И никто не может сказать, честно выйти и сказать, вот это почему. Если мы, значит, не угодны России, а Кадыров из Москвы ему дали указания, и он свое членствует здесь. Об этом разве не знают они? А вы здесь документы туда, документы сюда, мы справку туда, а их без справку сюда. И будем все время одно и то же толдычить. Хорошо, спасибо. Спасибо, мы вас услышали. Довести этот вопрос до Путина надо довести. Хорошо, спасибо. Спасибо, мы вас услышали. Баркул, я стал.
Слово предоставляется Загиеву Малкину Османовичу. Уважаемые представители съезда, уважаемые гости, уважаемые присутствующие, я недолго буду задерживать ваше внимание. Я, как руководитель регионального координационного совета Общероссийского народного фронта и председатель Общественной палаты Республики Ингушетия, хочу зачитать обращение этих двух институтов гражданского общества в нашей республике, обращенные представителям съезда. Обращение регионального координационного совета Общероссийского народного фронта к съезду народа Ингушетии. Мы, члены регионального координационного совета Общероссийского народного фронта, обеспокоенные ситуацией, сложившейся в связи с притязаниями на часть территории Республики Ингушетия, выражаем решительный протест на антиконституционные действия руководства Чеченской Республики. Нас удивляет молчаливое бездействие руководства и федеральных органов государства, несомненно имеющих возможность для пресечения оголтелых, явно провокационных шагов соседнего субъекта Российской Федерации, законодательный орган которого принял закон, направленный на ущемление статуса нашей республики. При этом в средствах массовой информации, в том числе и в информационных ресурсах, всячески оправдываются действия чеченского руководства, пытающегося, на наш взгляд, выдавить Ингушетию из состава Российской Федерации как ее субъект. Мы возмущены еще и тем, что в свое оправдание власть и ее представители в общественных объединениях ссылаются на документы, принятые в период самовольного захвата власти в Чечне сепаратистами, признанными, как известно, международным сообществом террористами. Не вдаваясь в историческое прошлое о принадлежности отдельных населенных пунктов тому или иному субъекту Российской Федерации, мы заявляем протест в связи с фальсификацией чеченской стороной объективных данных в угоду собственным амбициям. Не лишне напомнить в связи с этим также и лжеученым о том, что ингуши-чеченцы – братские народы, имеющие общие исторические корни, традиции и обычаи. Отступление от этой нормы наносит прежде всего вред всему самому чеченскому народу. Призываем вас, уважаемые представители съезда, принять соответствующее обращение к президенту Российской Федерации и Федеральному собранию Российской Федерации, направленное на пресечение притязаний руководства Чеченской Республики к Республике Ингушетия, явно противоречащих Конституции Российской Федерации и нарушающих сложившееся в настоящее время на Северном Кавказе общественное спокойствие. Если мы все хотим мира и благополучия на юге России, а это именно так, то необузданная жажда чеченского руководства на ингушские земли может повлечь цепную реакцию в регионе в целом и непредсказуемые трагические последствия. Ингушетия, издавна являющаяся неотъемлемой частью российского государства, надеется на мудрость и принципиальность федерального руководства и его представительных органов. Желаем успешной работы съезду народа Ингушетии. И второе обращение к съезду народа Ингушетии Общественной палаты Республики Ингушетия. Мы, члены Общественной палаты Республики Ингушетия, обеспокоены ситуацией, сложившейся в связи с незаконными притязаниями руководства Чеченской Республики на часть территории Республики Ингушетия, которые могут привести к вражде двух братских народов, имеющих общие обычаи и традиции, культурные и исторические ценности, считаем необходимым съезду народа Ингушетии. Первое. Заявить решительный протест в связи с принятием соседней республикой акта, явно противоречащего Конституции Российской Федерации. Второе.
обратиться к президенту Российской Федерации, Федеральному собранию Российской Федерации и Генеральному прокурору Российской Федерации с заявлением о незамедлительной отмене нелегитимного акта, принятого законодательным органом Чеченской Республики. Третье. Призвать братский чеченский народ к взаимоуважению и разумному решению всех проблем на основе доброй воли, учитывая исторические факты и современные реалии наших взаимоотношений. Спасибо. Спасибо, Муаткар Османович. Слово предоставляется Мержоеву Ибрагиму Абдурахмановичу, председателю Совета ТЭПов Республики Ингушетия. Съезд дал Бегалюэльвай, был дал Беркете Болп. Уважаемые делегаты съезда, уважаемый президиум, уважаемые гости и участники съезда, считаю, что созыв съезда ингушского народа в канун выбора главы Республики Ингушетия и затянувшегося вопроса определения административной границы между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия ответственным и своевременным решением руководства Республики Ингушетия. И это вдвойне отрадно, что нынешнее руководство Республики Ингушетия следует вековым традициям своего народа и считается с его мнением. Наши предки в трудную для себя минуту всегда прибегали к коллективному обсуждению назревших проблем, и вынесенное ими решение всегда было обязательным к исполнению. Сегодня нам, представителям ингушского народа, делегированным как с территории Республики Ингушетия, так и за его пределов, представилась возможность вынести свое решение по обозначенным повесткой нашего дня жизненно важным вопросом для нашего народа. И от того, с какой ответственностью и решимостью мы подойдем к поставленным перед нами задачам, и какое решение по ним нами будет принято, во многом зависит, будет ли сохранена и приумножена в дальнейшем та положительная динамика развития нашей республики, которая на сегодняшний день присутствует в Республике Ингушетия, также включая ее территориальную целостность. Касаясь вопроса о ситуации, связанной с определением границы между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия, считаю, что граница между нашими двумя субъектами должна проходить по уже условно сложившейся межевой линии за последние 20 лет. Хотя и в этом случае Республика Ингушетия остается всегда ущемленной, так как при таком разделе территории за Чеченской Республикой остаются исконно ингушские населенные пункты, как станица Асиновская, Серноводская, сельское поселение Бамут и прилегающие к ним земельные угодья. Далее, касаясь вопроса по предстоящим выборам главы Республики Ингушетия, скажу следующее. Президентом России, как нам всем известно, дано право нам самим и другим субъектам Российской Федерации, по какой модели мы будем избирать руководителя своей республики. То ли это будут прямые всенародные выборы, или же главу республики будет выбирать ингушский парламент. Оба варианта считаю приемлемыми для нашей республики. А для баллотирующихся кандидатов на пост главы Республики Ингушетия не вижу никакой разницы, по какому из этих двух вариантов их будут выбирать. Но мне лично импонирует модель выбора главы Республики Ингушетия через парламент, так как этот вариант является наиболее прозрачным и бесхаусным. Почему? Потому что в России мы все знаем, что еще у нас в России не научились проводить честные выборы, честные и безупречные выборы. И в нашей стране на выборах любого уровня кандидаты от действующей власти всегда имели и имеют неоспоримое превосходство над остальными кандидатами. А там, где присутствует обман и ложь, там не может быть согласия и понимания друг друга. А это чревато разобщением нашего общества.
чего нам нельзя, конечно, допустить ни в коем случае. Тем более в нынешней непростой обстановке, связанной по существующей проблеме границам с нашими восточными соседями. В общем, спасибо за внимание. Баракалладура. Если есть вопросы, отвечу. Спасибо, спасибо. Да, пожалуйста. Сейчас, секундочку. Уважаемые выступающие, значит, мы говорим с вами, у нас повестка на первый вопрос, когда приступим к обсуждению второго вопроса, будете выступать и по второму вопросу. Да, пожалуйста, возьмем сюда. Не забудьте, пожалуйста, представиться. Магомед Мусольев, я думаю, что съезд в принципе не может решить вопросы территориальных ни между Чечней и Ингушетией, ни каких-либо других. Мы должны были услышать мнение, мы должны были услышать повестку, документы, которые обсуждаются представителями, депутатами нашего собрания народного, представителями нашей комиссии, чеченской комиссии. По-моему, это вот самое главное, что мы должны были здесь услышать. Для того, чтобы установить границу, если необходимо, нужно переговариваться и год, и два, и три. И решение должно быть не в ущемлении наших отношений. Можно поклясться, что ближе, чем чеченцы, ингуши, людей нет на этом свете. И как бы мы ни спорили, нет никаких конфликтов между чеченцами и ингушами. Народы Ингушетии и Чечни не ссорятся. Просто власти Чеченской республики таким образом решили поспекулировать перед выборами в республике Ингушетия. Я думаю, что это позиция только для того, чтобы повлиять на наши с вами выборы. На протяжении последних 7-8 месяцев прошло очень много опросов. 90% населения хотят прямых выборов. Почему хотят? Потому что в Ингушетии никогда не было рабов. Потому что в Ингушетии всегда считалось один ингуш, один голос. Мы довольно-таки серьезно подходим к таким вопросам. И я не понимаю, когда говорят, что у нас будет хаос, что это незаконно. Получается, наши депутаты незаконно избраны. Наши депутаты в Госдуме незаконно избраны. Избирали президента страны незаконно или с каким-то хаосом. Это же неправда. За 20 лет у нас прошло 18 выборов. Харцус Аньюцви. В действительности у нас есть серьезные проблемы. Это безопасность, это развитие, большая безработица. Это то, что нужно делать всем вместе. Границы здесь мы решить не сможем. И какие-то, понимаете, резолюции мы можем дать наставления нашей комиссии, чтобы она учла законные интересы нашего народа. И справа, и слева, с любой стороны с соседями. Да, действительно, самое большое достижение, что у нас есть своя республика. И мы должны сделать все, чтобы ее не потерять. Сколько ингушей, столько мнений, и это хорошо. Это показывает, что мы демократическое общество, что мы не пляшем под чьи-то дудки и не подстраиваемся под какую-то ситуацию. Прежде чем принимать какое-то решение, прежде чем обманывать кого-то или что-то говорить, каждый должен посмотреть и задуматься, что мы оставим своим детям. Мне кажется, очень важно провести выборы и показать, что все 20 лет, при любых обстоятельствах, мы умели удержать удар, что никакие соседи не проверяют на наше мнение, что никакие спекуляции или заходы целых войск не поменяют наше мнение, что нас невозможно запугать, что нельзя подкупить. Я не верю, что ингушей можно подкупить, я не верю, что можно запугать. Факамялдес, испугались, пильника, нет никакой паники. Вот здесь сидят около 500 человек, я не вижу паники, все спокойно. Мы выйдем на улицу, наши дети ходят в садики. Даже когда порывали, у нас не было этой паники. Все будет нормально. Дел андаледи, вечак тады, но единственное, что веяхил, сдвинуло, зачактал здесь. И социол, шхальцу цуючиш. Да лахты было примаснее. Баркал Махмад. Есть предложение предоставить слово представителю наших полномочных представительств в регионе. Кто от них готов выступить? Да, пожалуйста.
Я здесь лучше вижу, я вам обязательно предоставлю слово. Дорогие делегаты, я приветствую вас, я представитель Мурманской области, моя фамилия Султыгов Саварбик Алаудинович. По первому вопросу, опрос Яйрсей Мурманской области Бахч Вейнаха. Я опросил всех ингушей, которых я знаю, большинство в Мурманской области. Ну и так как их не очень много, я опросил еще свой род Султыговых, сколько смог, проехал. Мнение такое, что общее мнение, к которому мы пришли, конечно, границы знает лучше тот, кто пашет и сеет эту землю. Сегодня кто пашет и сеет, кто пахал и сеял до сих пор там десятилетиями. Поэтому если у них спросить, они вплоть до сантиметра точно покажут эту границу. То, что касается пахотных земель, то, что касается границ в лесу, там надо у других людей спросить, конечно. Но хамаскиш всегда красивее в чужом огороде. Нашим чеченский кажется вкуснее, им наши. Но где-то граница должна проходить между Бамутом и Чемульгой, где-нибудь по хребту. Ну, такое мнение у нас сложилось. Может быть ошибочно, я не претендую на исключительную правду в своих речах, я просто излагаю мнение простого народа. Я сегодня не член правительства, нигде не работаю в Ингушетии, я работаю в Мурманской области 27 лет, поэтому я спросил простых людей и там, и здесь, кто в Ингушетии со мной знаком и знает. Мнение такое у меня сложилось, я такое мнение до делегатов довожу, и пару таких интересных моментов услышал я тоже, что когда ингуши ехали к чеченцам на базар, или чеченцы ехали к ингушам на базар, тогда еще, когда не было мостов через рек, такое время было, ингуши на конях переезжали Ассу, и на той стороне берега базар был, и чеченцы подъезжали тоже туда же. Вот тогда такое время было, когда еще не было мостов. Это старое время достаточно, да? Вот это один пункт. Ну ладно, этого хватит. Не буду дальше распространяться. Спасибо за внимание. Баркул Диарясал, пожалуйста. Просьба большая, не забудьте представляться. Хамджиев Султан Ахметович, ветеран Ингушского национального движения. Дорогие ингуши, годы своей жизни я посвятил тому, чтобы Ингушская республика состоялась. Сегодня, собственно говоря, о чем мы говорим? Сегодня речь идет не просто о переделе границ. Сегодня речь идет о том, будет существовать Ингушская республика или нет. Будет ли существовать ингушский народ с его историей, культурой и традициями. Нас третий раз хотят поделить между осетинами и чеченцами. Как это было в 1934 году, как это было в 1957 году. И поэтому вопрос границ – это вопрос существования Ингушской республики, это вопрос жизни и смерти ингушского народа как нации. Я прошу понять это и проникнуться этим. Если мы дадим ликвидировать Ингушскую республику под любым соусом, под любым предлогом, нет нам прощения ни на том, ни на этом свете. И мы тогда не имеем права существовать как нация. Говорю вам это с душевной болью. Я думаю, что вы меня правильно поймете. Что касается чеченцев, да, это действительно братский народ. Ни они отсюда никуда не уедут, ни мы отсюда никуда не уедем. Мы всегда жили рядом, жили как братья и будем дальше жить. Амышель Ирдер Нахбац, Амышель Ирдер царь руководство, и поэтому
тут возникает вопрос, кто в этом заинтересован? Кто в данном случае кукловод? Кукловод тот, кто хочет, чтобы на карте России не было Ингушской республики. Дорогие ингуши, как самое святое, что у нас есть, как, не постесняясь этого слова, как мать, как любимую девушку, берегите республику. Берегите республику. Султан Барков, уважаемые участники съезда, у нас вот под записи слово предоставляется Имагожеву Фажахмеду Адул Саламовичу, члену Союза художников России. Я бы, может быть, отказался здесь сказать свое мнение, но то, что произошло вчера, почти, это сверх всего, чего я ожидал до сих пор. Я не могу предполагать такое, что может быть прийти чеченец в мой дом, набить морду моему брату, понимаете? Esfet. عادي تحب بابج لا تشخان. Кам хачи ица, башчу кам хачи ица, скабыш диажвейн. Мы их принимали, делились последними, не то что последними, лучше отдавали им. Надо, выйдя отсюда, надо еще, вот правильно сказали, что надо создать совещание, крупное ингушское национальное собрание нужно создать еще, свое личное. И ход тактических действий в дальнейшем надо обсудить. А здесь тхали что ждать. Настолько это было противно слышать такое. И вот в такой ситуации, я скажу и по первому вопросу, и по второму вопросу, вот нужны ли сейчас выборы? Выборы это, конечно, для, если общество находится в какой-то определенном стабильной обстановке, когда есть право у первого, право есть у второго, у третьего, одинаковые права, одинаковые возможности, когда нету таких врагов рядом, которые могут воспользоваться твоими этими слабыми моментами, выборы нужны. Но в данный момент я думаю, что надо, я не говорю отменить, отложить хотя бы на год, на два выборы. Чтобы в любом случае, как бы ни говорили, мы знаем, что такие выборы. В Ингушетии тем более. Мы же все здесь живем. Группировки какие-то за того, за сего и так далее. А мы нет, вас чуёлжу, вас. Кому тхау меллису. А есть Багдад, Азид, я сам наблюдал за несколькими выборами. Я не говорю, что тот достоин, тот недостоин. Я никогда ни за одного кандидата перевес, потому что это нарушает наше единство.
предпочтение отдать какому-то кандидату, я никогда не соглашался. Выбирает того, кто выбирает Аллах, понимаете? Кого Аллах выбрал, тот и будет. А все остальное это философия. Я думаю, как я говорил уже, что на время надо отложить выборы. Спасибо. Барков Яриасов. Следующим у нас выступает по записи тоже Кадзоев Нурдин Давудович, общественный деятель, кандидат исторических наук, сотрудник научно-исследовательского института. Выступление, которое я подготовил, уже, я думаю, не нужно зачитывать, потому что историческую часть в основном нас осветили, и историю мы все-таки знаем, более-менее знаем из прессы, из книг. Поэтому я коротко завершу, потому что главное, что мы должны понять, что с нами сегодня спорит не чеченский народ, а отдельные лица волей судьбы, оказавшие сегодня у власти. Отдельные идеологи, которые когда-то способствовали развязыванию вот этой чеченской войны, сегодня они продолжают, никак не могут успокоиться, они до сих пор это беспокойство у них продолжается. Я хотел бы сделать замечание, я не кандидат наук, мне некогда будет заниматься. Садар Шоладар. У нас проблемы есть с Чечней, территориальные там споры. Если мы сегодня не поднимаем вопрос пригородного района, но у нас все равно эта проблема есть. Сегодня даже есть там в соседней республике выдвигает идеи о передаче Осетии, там, половина Жиралского района, озвучивают такие идеи. Иногда звучат голоса из Кабардей, что, мол, ингуши живут на их территории. У нас есть территориальные проблемы с Грузией, мы все помним, хотя в последнее время не поднимали вопрос о Гелате, о ущелье Геохарахи, который в 20-х годах в бытность Игульской автономной области вопрос поднимался, и грузины согласились с тем, что ингуши правы, но просто последующие события не позволили решить этот вопрос. Поэтому я предлагаю создать общественный фонд стратегических исследований, который бы занимался, при котором бы была бы создана группа специалистов, 5-6 человек, которые бы занимались на постоянной основе, занимались бы изучением, исследованием вопросов, территориальных вопросов. Не обязательно сегодня, если нет сегодня возможности поднимать тот или иной вопрос, но завтра все равно вопросы встанут. Поэтому, когда вопрос появится, чтобы мы могли положить на стол руководству готовые заключения, полностью рассмотренный вариант, вот историю этого вопроса, историю каждого населенного пункта. То есть эта работа должна была быть начата еще 20 лет назад после создания республики, но хотя бы сегодня я думаю, что это нужно сделать и за счет общественности, не государственное учреждение, вот эту работу начать хотелось сегодня. Баркался Алхамдас, возьмолдар Сухалха, тамел дечер. Янет, Баркал Гарясл пошло. Так, сейчас у нас идет по записи, вот я бы хотел предоставить слово Абадиеву Идрису Руслановичу. Просьба ко всем выступающим представляться. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Değerli ahbesmu vallahi ve bu uz bizimci toruji da daqa haq da yaqa
دال سقي الولد بين برت قبوش تبقى نيس قبوش تبقى يبغى ده بقى برت بيقمن بيقمن نخ طبعا هتقول بس بعد نخ شو يعني وزين ده بدق ما بدقش حم مقبول نخبه هذا نور دين لا خمشي سلطان زرار موسى اللي جو عن سلطان يتشدي قميل جارج بعد بوتر دوغلوز قميل جارج قام دوغلوز داخل بيديك بولخ اجنخ خلره بي دوقدي نخبه باقي بولج مولاج بول ديجا بولج دينا شو يز انجليز بولك مي يوم يترس بول دايا حال تويا دايا حال اذا بتصدق نخبه بيديك نخ نو اجمو بنا تا ديجا جوره واوري عير زيتش دوق بيركه دوج بي قمن حم يقولج بي قم قلدوش لاش حملا ديالچ اوز بيزمي توردوش بنغبي قمن حم شين حدلج قمن حماغه قمن مستقل دجل با اوز بيزم توردوش بنغ صار يقولج لاش طريقه اذا دولار جواب بيركه دبي تاقبي هذا دي قمن تغن ملاش بروبلم وطاشا حين تغن حتى قاشا بروبلم ملايه وديدي المالولوجيا في امريكا هيواغي كريستيان سوت هيواغ غزدارتون هيواغ بوتين هيواغ تحن سيجي بوقيات غلق من دوازو شلات اشدردي غلق من برلمانتي ماركا وديدي تحسب باحتياط غلق من رئيس الماركات دوازو بيلز داخل ينزران تخي يغازي قوات خي بيلز ياخذ بيلز ياخذ بير باكيات وی ادمنستراتور اوتوریته سوچ زکون پرناده پارلمان عدل دیج زکون از پرنیمات سنر بهند oluşu o dentekachat ve zulmü ve taham bir izgür. Dağ tağına tsunnoş skar ve duş da qabel o qamında yıqışın qamını qaşala bombiyiz. Dağ ve tağına o din malolca am Moskva ve Loy Petersburg ve Loy Amerika ve Loy o din malo gord halayı غلق ama predator önü buruyu tan hamad algiyat. اللي بيواش بقول خير غلط قام اشتد داخ ازمو يوميتك حجبك يوجد حجبك في صباح بيشوت ارخيسه في ازمتك شنيا في داش دير هاد يا يوم استبيل او ان من نستبيل يارد بين صف يختارون المهم بوخ بيت عبنش مشكي دير دحرس كرواق ودحرس كسار كرواق ولا ثلاث هذيك داوات بس خود لا ثلاث كرواق وسك صدها وی فدیت یالچه وی دیکس ده دواتر حدیثه درد علی استادیاج تغن بوخ بواتش تحق يرديش كي بوخ بواتش وینا بوخ بواتش تحق زکون دواتش نوچجی هرجی زکون پرنیاده وری ونش چلاتای وی بوخ بولش دا الحمدلله کنسون سود دوخی بچا دوخی وی بق بلر مارکه بق دو خاص دواتش زکون دولش دی وی زکون پرنیماتش تدش داش وی پارلمان از درگی بخت از بشان صدها في حد فديت يا شو ثغن في برلمانتس ده الحق الازيات طبي يا حسب بغيات في برلمانتس شيء دي يا خد عم كنتو سدو دي يا خد عم وسدو دي يا خد عم بوتين دي يا خد عم او دي يا خد عم اي حي زكون حي بقوا يوز زكون كل ما دي عدل برلمان زكون عدل سلطه حقه هرش در اتش دوالي قش دوالي برتت يعني حاج ملدو حاج غدوي نو يتخدت يا حيت تغير عارف يا قمعتي حيت اخي مارو تعال سدا يا دا قول خل حي زكون دولج حي بقوا يولج استخدم انوش درسون كلش بعد خط يا شم لوشي بيجي بو لوشي خدخم انا يا تشتو لوش كبار بتاع اشخ مرتان ورس مرتان بعد وناخ دوقه برجه اول غلاي بولج بو حتى كاش ده تيشوي بغلاي بمرجوي بيولوي بتحوري قيت داك خاني تاع تي واخش ملاش مش كبار ملاش بي حنو ملا يرت عيلاي تغن مش عباخي تغن باش سارتي ملا يا خوش دقي ما مش عبيلا ولي تاخذه رئيس برلمان في دينيش دو في بوغو يولج دو في ديقر دولج دو زكون برلمان برلمان عدل تشا نوشس كار بولجي في مش تياج شرع بونتاني حقوستي بايس بوصل نخبش ديال اخير بونتاني فقط ديجا شرع ياخذ نيغلات حاليات نيغلات واغج وسقو ديالامس قبل الداس دالوخ داك شنو بقون تبي قوس دياشتها في تغنى يرديسكي برناد في زقو عدلاش تدعاخو دقو يرتجي شنو بقون في حياليوش دق حياليوش شنو بقون تك في يرتج حيالك دعاخو في فيجي خلق حاجه في تقم خلق حاجه اخيجه حنو ملا غلق الواتد تاخذ
يوغر تقوس تجري صوت حنا ملا غلق وات خير تاتا تقوس تجورد شرع بقونتي ويدا بقونتي يولي بقون يدي سنوي بيبرلمان زوج بيبرلمان عدل ما حنيف لا إذا تارجت ده تحمد ده ويبر غوقا يلا احمد تاخذ غلق ام ويبر جي شاحتها ودنيا ولات بوقت تقن كوردوادات غلغي مسألة تنوي برجي خودوش هني أشياء تهم كان يتشوان كان يتقاشلت ما باهش بغلط أما قيت ذاك كان يتع ما مجاعب يعني تصور لا دافعش خنوي المجاعب خوش دقوي تاني قوم بعد بدري قام ما حني دافعش خنوي حني فكرة ضدي ما مجاعب خود ينيسوا لا أشتري بول ولا الصوت يجيز بيفلش جينش ما بس تود هذا اللي هابي بالخديات ودني ويبر جاتشان ودني ليبل اللي بولش حدو عشان دني قم اللي بود ليبل حدا كان ضبي وي خلق وجه يحيى من حوت بيش طلع في ويبرج يا تن ويبرج يا وين بيز وقصك بي حقرش كذا عام تحسك بي نزناش اللي تحسك قصك نقص بيحكوا خرج خولي نزناش اللي اشتاعه شو ديش بولش بيدنا قمنا اتفق بيد بفتقر نخرج اقولي يا جو اتس شو تدزت مسموش ناخذ شيء حديقي شو شوي عم تدعى سنه جو بركه حتى الاجد فاضل يا شو تحب وسيد يدعوس شو بس دري دوس مشت قام بدو شغل درت شو قام اخذ والدنيا موضوع الحمد لله قصد فيسك دقوا اخر حال يدق يعني في انا مستقي سنتر واصل جروب واصل يلا يدي يا شرحي يا شم سنس هذه في عندك جودة يقام بيركضوا دقوا على شيء عشان دقوا على قام دافع صار تاخذها في ساعة الله قام وز بيزيد بواتش تا ولي وهو بواش وبعض دوش بواش ناخذ خيط بريت سك بيقول يا خبير أخوة بيرت ديال دق بيعنا سار ثاني ثانية ريشين يا بيقام عدو غير احتب بواش أبوه عليك بيه إيش نقدر بيعش بقى غير اسمه هني يا شيء دقوا وتعاشر دقوا ذاتي وتعاشر دقوا ذاتي هني يا شيء حنمو أرض ودقوا الخلط لا بيرك يبوب بوه لا بوه يروح Барков, Медрис, Барков. Слово предоставляется полномочный представитель Республики Ингушетия в Кемеровской области Чоеву Бекмурза Варсаевичу. Irače, dizels vači, barteņš dizels vusai, dēl barcē baldu. Dēl vei mehku luk dadah, vei хамel luk dadah, сабр хагал, унахал, диенал лолдуй. А сделал не случайно это говорю. Дорогие друзья, дорогие мои соотечественники, с вашего позволения я скажу на русском языке. Естественно, дело производства на нашей великой стране на русском языке. Мы являемся частью этой великой страны. Позвольте мне от моих соотечественников, проживающих, ингушей, проживающих на территории Кемеровской области, и, конечно, не только Кемеровской области, в Сибирском федеральном округе. Я с ним встречался по телефону, прежде чем выехать сюда на наш форум. Встречался, и, естественно, я сейчас озвучиваю это, передавали вам огромный салам со всех. Сибирский федеральный округ, я официально заявляю, да вы, наверное, знаете, это половина нашей великой страны. Это огромная территория, это где-то 100 раз больше, чем территория нашей с вами республики. И позвольте мне зачитать обращение к съезду, правительственная телеграмма была отправлена, ну, видимо, не дошло каким-то образом, но аппарат губернатора мне его вручил. Я прошу прощения, я тут маленько не привык по бумагам работать. Сейчас я обращение губернатора, я думаю, это будет, конечно, весомо.
извините, ради бога. Но скажу так, Аман Гумирович очень хорошо к нам относится, значит, к кавказцам. И наша община сегодня, значит, живущая там, несколько десятков лет живут они там семьями, есть целая династия строителей, есть коммерсанты, это 1200 человек только в Кузбассе, только на постоянной основе. Что касается, значит, это мое, да? Я прошу прочитать, что там уже принесли. Нет, это не то. Вот, поэтому Аман Гумирович просил передать ингушскому народу, нашему народу с вами, Юнусбеку Баматгиревичу и съезду, ну, вкратце сказать, плодотворной работы. Почему плодотворной? Потому что задачи, которые сегодня вынесены на этот съезд, это огромные задачи, значит, территориальная целостность, выборы руководителя нашей республики. Ну, вкратце вот так, еще раз повторюсь, передавал огромный привет. Дорогие друзья, конечно, первый, значит, вопрос повестки нашего форума — это ситуация на границе, так сказать, возникшей на территории нашей республики, на границе Чеченской республики и Республики Ингушетия. Я чуть не оговорился, что Чеченская республика — Ичкерия, потому что я не случайно это говорю. Такая же ситуация была, значит, вы знаете, когда это было, когда, значит, чеченский парламент, Дудаевский парламент еще, вынес такое же решение. У меня такое впечатление, как будто один в один, значит, это же постановление, значит, чеченского парламента относительно вот этих территорий. Вот, ну, что это их территория, что прочее, вот в таком плане. И сегодня повторяет, даже тогдашняя одиозная, значит, личность, фигура Дудаева, он даже наложил вето. Сказал, нет, пока не будем. Это прекрасно знает присутствующий здесь Руслан Султанович Ауша. Это знаете вы все здесь. Мы здесь с вами, значит, с этим встречались, знаем. Но я не буду сейчас затрагивать по первому вопросу вопрос, значит, юридической стороны вопроса, правовую оценку давать. Это юристы сегодня, значит, Дидигов четко сказал по этому поводу. Четче быть не может. Но я бы хотел сказать нравственную, этическую форму, войнавскую форму. Вот как предыдущие ораторы сказали, это тогда, когда началась эта проклятая чеченская война, вы это тоже знаете, это было недавно буквально, мы являлись свидетелями. Первые жертвы прошли на нашей с вами территории. Вот сидит живой свидетель Руслан Султанович, я к нему отношусь с большим уважением. Я помню его лицо, когда войска стояли и заявил, значит, на весь мир, что мы, ингуши, никогда не пропустим российские войска через наши территории. Почему? Да потому что они наши братья. И сегодня эти же братья нам, ну, не знаю я не хотел говорить на повышенных тонах, но тем не менее вынуждает вот такая ситуация, связанная, значит, вот с этим, не ситуацией даже, это уже конфликт. Если учесть вчерашняя их вылазка, это уже конфликт. Этот конфликт нельзя, чтобы он распространился где-то. И мы должны, конечно, прошу прощения, быть очень внимательными. Сегодня Кавказ, вы знаете, что такие ингуши, что чеченцы. Спичку задеть, все уже. Начнется та же ситуация, о которой мы говорили 20 лет тому назад. Нам это не надо. Мы всегда были ингуши мудрыми, наши предки были мудрыми людьми. И тогда, в 91 году, когда началась вот эта эпопея, значит, отделения от России, и тогда мы были мудрыми, тогда и всегда мы были мудрыми. Я думаю, эта мудрость сегодня мы тоже здесь, в этом зале, проявим. Касательно второго вопроса, я прошу прощения, значит, я сейчас 2 секунды, то я считаю, так же, как и много людей, естественно, много, сколько людей, столько мнений. Сегодня ситуация сложная, и Ингушетия тоже сложный регион нашей страны. Это сложный регион, да. Сегодня надо, мое мнение, земля ингушская никогда не была скупая, значит, такая, не оскудела от таких
личности. У нас есть нормальные, значит, люди, которые могли бы руководителем быть. Но сегодня нельзя, это не тот случай. Сегодня коней на переправе менять не надо. Сегодня мы прекрасно знаем, что творится, что мы видим. Позитивные изменения в нашей республике. Я считаю, что надо проводить, значит, выборы, понятное дело, как форма выбора, это уже законодательство это все решает. Есть закон на этот случай. Но коней на переправе менять нельзя. Далее алдолгой. Далее ман беркат не вышел в Москве. Уважаемые участники съезда, адрес съезда народа Ингушетии поступили поздравительные телеграммы от Рудского Александра Владимировича, Бурбулиса Геннадия Эдуардовича, от руководителя секретариата, заместителя председателя Государственной Думы Преснякова, от члена Комитета Совета Федерации Российской Федерации по социальной политике Журовой Светланы Сергеевны, также от руководителя аппарата Государственной Думы Палыевой Жахан Раджеповны, от Бабакова Александра Михайловича, Валуева Николая Сергеевича, Карелина Александра Александровича, Умаханова Ильяса Магомед Саламовича, от Поченка Александра Петровича, от Челенгарова Артура Николаевича, от Тигачева Леонида Васильевича, от Ляхова Владимира Афанасьевича. Уважаемые делегаты, хочу предоставить слово у нас по записи он Кадзоеву Исе. Сегодняшний съезд, он уже напоминает съезд. Не то, что было в 2009 году. Вот два закадычных друга садятся играть в шахматы. Жертвами удовольствия этих двух друзей становится фигура. Мне кажется, что чеченцы и ингуши сегодня похожи на вот эти шахматные фигуры. Кому-то очень не терпится организовать здесь, у нас, войну. Генералы очень любят войну. И любят такую войну, которую они не проигрывают. А войну не проигрывают с кем? С мирными гражданами. Мы это видели уже раз-два со своей историей последних десятилетий. Мы терпеливы, как эти камни, на которых живем. Жребий пал на чеченцев и ингушей. Тут что-то нам непонятное есть. Кто это хочет делать, зачем это ему нужно и куда он стремится. Границы, вроде идет вопрос о границах между чеченцами и ингушами. Так эти границы после образования Ингушской республики уже дважды нашими руководителями определены и закреплены. Даже уступая чеченскому народу некоторые бывшие наши прежние территории.
Один раз это сделали наш президент Аушев Руслан и Джохар Дудаев. И второй раз это сделал Мурат Зязиков и Кадыров Ахмед, отец нынешнего президента Чеченской Республики. Зачем ныне поднимается вот этот ажиотаж, мне лично непонятно. Но я думаю, что поджигатели войны, той, которые хотят делать, вот тот факт, тот инцидент, который произошел на нашей границе, это попытка вызвать ингушей. А если бы мы дахал, схангалга чулак изадал рицигич. Мы дахал тахфу худер. Вейтахан вайцин ошким дагал даср, мa'на. Я вафир мa'на мухалбар зумбаха. Вот я думаю, теперь какую выгоду хотят получить вот эти поджигатели? Пожар зажечь нужна всего-навсего одна спичка. Бросил спичку в солому, пожар затопил. Но непонятно, куда подует ветер. Ветер может погнать этот огонь в любую сторону. Вот об этом, конечно, эти люди почему-то не задумываются. Теперь вопросы граница. Надо теперь уже, раз этот вопрос поднялся, и поднялся настолько крепко, как вот сейчас, этот вопрос надо решить. Раз поднял, раз и окончательно. И вот все, которые здесь сидят, мы не должны оставаться равнодушными к тому, как этот вопрос решится. Мы все должны решительно настаивать, чтобы окончательно все границы Ингушетии были определены в тех границах, в которых она исторически существовала. Есть такая в Библии притча: из уст грешников исходит правда. Республика РСО Алания. РСО, значит, Республика Северная Осетия. Алания, древнее название Ингушетии. Халлой. Так что почти наполовину они юридически решили этот вопрос. Остается только закрепить. Тогда в 2009 году наш ингушский парламент смолодушничал. Очень смолодушничал. Не все скажу, но большинство смолодушничал. И нам, если бы они тогда закрепили наши границы, сегодня нам было бы об этом говорить гораздо легче. Нам оставалось только настаивать на этом решении. А они взяли на блюдечках, преподнесли форпостной Осетии, нахи вам, подумаю, пригородный район, я лышлашт, хан-хан-шашт. Ага. А теперь уже и перед народом как-то документально стараются оправдаться, не стать. Я считаю, я бы не хотел бы это назвать тем словом, которое у меня сейчас в душе горячее. В этом съезде я не хочу говорить грубоватого слова. Я хочу, чтобы в резолюции съезда было внесено такое предложение: создание большой государственной комиссии, я имею в виду государственного уровня Российской Федерации, которая окончательно определит все границы Ингушетии от начала до конца, со всеми сопредельными нашими народами, с чеченцами, осетинами,
кабардинцами и с другими. Вот. Эта комиссия должна состоять из представителей, это мое мнение, мое предложение, из представителя президента Российской Федерации, из депутатов Государственной Думы, из правительства Российской Федерации, из ингушской стороны, чеченской стороны, осетинской, кабардинской и других. И кроме того, я хочу, чтобы от каждой республики Кавказа выделила в эту комиссию хотя бы по 3 историков, хорошо знающих, где кто исторически жил. Вот тогда, я думаю, что решение этой комиссии мы ей подчинимся, и это будет справедливо. Еще в резолюцию нашу сегодняшнюю хочу внести такое предложение. Сейчас мы называем Юнусбека нашего президента, нашего главу, мы называем его главу. У республики должен быть президент. Статус президента республики должен быть восстановлен. Вот. Лиса, регламент. Да. Дальше, дальше. Аминь. Уважаемые участники съезда, значит, каждый выступающий выражает свое мнение, у каждого выступающего есть свой взгляд на решение той или иной проблемы. Но это не значит, что мы согласны с каждым выступающим. Я думаю, что при голосовании каждый представитель сделает свой вывод. Хотелось бы предоставить слово Апиеву Салману. Рахим, ассаламу алейкум. Дорогие гостей, я приветствую приехавших на наш съезд. Спасибо за то, что нашли время. Аз вас уступал, надо быть кратким. Я знаю, что определение границ между войнахами Чечней и Ингушетией. Тут много сказано, правдиво сказано. Но я скажу, как говорится, кратко, но то, что есть сгусток. В тех станицах, на которые сейчас претендует чеченская сторона, никогда не было чеченского следа. Там не жили чеченцы. Там есть на каждом, как говорится, под каждой станицей бывшие арсланские аулы. Вот начнем Карабула, Эдерхан, Эбергюрт, но его называют Саралиюрт, это мой прадед, Асиновская, Ахбарджия. Кто там жили? Ласиновского там жили. Есть 6 тухумов, артфойцев, ингушей. Белхороевой, Галаевой, Гандалоевой, Мержоевой, Мужухоевой, Чичоевой. Много фамилий, вот скажем, у этого Белхороева, те, которые жили в Асиновке. Там Квориговой, Варгиевой, Мейзиевой и так далее. И также каждый, вот, например, у нас Чичоевых более 40 фамилий. Что я хочу этим сказать? Эльдерхан, вот у меня карты, выпуска 1840-х годов. Вот здесь они опечатаны четко, ясно, и все остальные, которые я называю. Там есть название основателя этого аула. Есть там наши кладбища. Между Яндыркой и Карабулаком есть большие, такие заброшенные, но видно, что это кладбище. Это все описал сам чеченец в топономии Ахмад Сулейманов. 4 тома там, топономия Чечен-Ингушетии. Там он четко пишет. Карабулак
находится там-то, там-то, основана на месте Арсхольского аула Эльдерхан в таком-то, 1843 году. Между этими селами есть кладбище, называемое Сичоевое кладбище. А вы нам отсюда, тут что я хочу этим сказать? Об этом было сказано. Аналогичные события развивались в 92-94 был свидетель Руслан Аушев. Нам приходилось быть там. Действительно, Дудаев наложил вето на решение парламента Чеченской Республики. Почему? Потому что когда мы, арцхойцы, пришли к нему и сказали, вот, пожалуйста, история, вот чеченец пишет, чего вы хотите добиваться? И вдвоем они составили договор кратко, ясно, когда хотели разыграть эту карту Шахрай, там, Галазов, Абдулатипов и такие, чтобы разжечь там какой-то конфликт. Мы знаем, как хотят некоторые этот вопрос развернуть. И сегодня я вам скажу, надо правду сказать. Если бы сказал бы тот, кто обязан это слово сказать, он промолчал бы. Не все чеченцы хотят этого добиваться. Я с ними встречаюсь на похоронах, на таких вот других мероприятиях. Простому народу это все, ничего они не хотят от этого. Есть границы. Там, где чеченцы живут, чеченские села, там чеченцы. Там, где живут ингуши, ингушская граница. Там, где их сходятся поля, есть межа. Определенно. Но я другое хочу сказать. У каждого свое мнение. Я хвала почахвей. У нас это хаслер. Чадали долгамай, отдядат, сумок, хабякабат, сумок, дядят. А под силу ли ему это? Это агидела, что того, я хамгудисам. Худвас долгамай дух лучший. Ханяш дух яхсаняха, вейсан надал хабянабы, венитира, хакеланабы. Хостом бедал. Таур Султана царь республик хаган. У 89 субъекта якие вейермар хакела республик меня. Зал вейбек агита маби. Елос качаш деш девейхан. Хант хойша мастари вубяхта. Вейли вейсару сагаш, вейнах яхнах. Кабар вейсару би. Сар алдиер шат азаян телевизор. Сана وأشتى وحشيتر خبر از إيش يحسم يعني وسوج عايز يدور نهضة ودام دوام جدات صدر زوج يديرو إذا الله دوام تان ثانية دق عالم نهضة دق ديشا نهضة حجوج به شكدي روشي ديادي وشوج عاديش أصلا وين يطيبه دق قابل نهضة 80% سيجي أوزع حي ورجع بول نهضة تهم سمولور فوخديا إشناق شوال كذب عاش كبها إيش همسه هوش بولوش ويسكش قلبي إذك صار شاش صابر دولار باش يا هم وإيد شيء نوها بيت عبابات يعني تحسرنا أجر شلاير обращение я зверхан моа битаисер народу Чечни и Ингушетии. Путин гахит магиатор, опережающий. Сахам хаиктыш, молла икас, а ситуация мы то писали об этом. Кирвени, 20 меня магиатор, но я حسدش در دولت سر سیتواسیون تان اشتراک کنه شنکه دایازشه ها ریزت دواشی دوت داشتش و سفلیشات علامت علی صبری خودیت زی دوکه هماجدوی حد دیلی هستان وی برج حتی شیشین خط خطر دوت وین دوغاخ وی برا ویل دی هماش والله دیار وجیریش تدیقی وجیری شوی عست یستولش ايضا هنقدر دواسي دردور الظلام حضر شو ازله دعار شو ازله حل ازله يا حاجه ضح الرزبر شاد درس تسليمه بينها بس تحور حاضر قدر ياج في حاجه قيس عني
يرموا سارية حادية أرجع 10 أشهر مصر يتحجم بيلغولي 10 صار حيصير سارية ذيك ديمقراطية يويبر جاسق ودنيا هستان في برلمانتي تشمل وار نا خرجا نحوش ديبوتاتش زكاج ديبوتات مستيق صوتي избирателей ازدق أموال وسكوستك دي خراسك حياتي أندق سجدات شو برلمانتو شو والله ويبرج تشق ياش اجناغ توليد يا دول اجا يودوا دوش على بدي استعباسنا رسول شو جسي أباس نسيتي مس يلا يثبتش ها حلت عمليات يعني يلا تعال زرشات قال ازدر بيجدي يعني شين خيتر الآليات شين خيتر سيبن يعني آليات شين خيتر منين يجوا نعمل بيبي شو برلمانتي والله ويبر الشقيات ويك أمن كوس كأجي الله زبلش ولو قدر أنت إبراهيم قناة نرجع نيجي يخسر سوي ستريشن واحد دق دي ساتش حق دي بيت حباب بواسي دقش هذا أصلا يهو إيش حاجة يخير بوتنا سوشي بيزر ما تشق بعد لا بس هو جاب دي شام دي جوجي دي شام Баркал Салман, я Рясхал, слово предоставляется депутату Государственной Думы Российской Федерации Хамчиеву Билану Багаудиновичу. Добрый день, уважаемые делегаты и гости съезда. Сегодня мы в этом зале собрались представители нашей республики, авторитетные и болеющие за нашу республику люди, и обсуждаем самый злободневный вопрос нашей республики. Я бы хотел высказать свою позицию по наболевшей проблеме территориального разграничения. Мы все хорошо знаем историю взаимоотношений между нашими республиками. Более 20 лет с момента образования республики нами пройден непростой, но короткий путь, но он очень сложный был. Мы, несмотря на наличие множества своих внутренних проблем, связанных с нахождением на территории республики и беженцев с Чеченской республики сотни тысяч, и десятки тысяч беженцев с пригородного района, всегда находили и относились ответственно ко всем тем проблемам, которые у нас были, и делали это, как исторически делали наши предки. Мы не позволили себе использовать ситуацию в свою пользу, когда у чеченского народа было серьезное тяжелое положение. Хотя у ингушского народа были обоснованные аргументы, которые сегодня звучали в этом зале по этой проблеме. В соответствии с федеральным законом и законами Республики двух у нас проведены выборы органов местного самоуправления. Когда мы проводили эти выборы, я вам скажу, как депутат Государственной Думы, инициатива в первую очередь этого закона принадлежала депутатам и парламенту Чеченской Республики. Мы эти выборы, когда проводили, не было никаких споров. Ранее здесь уже выступающие говорили, были подписаны соглашения между президентами наших республик и Русланом Султановичем и Зязиковым Мурадом Магомедовичем. Проведя эти выборы, сегодня парламент после этого Чеченской Республики принял свой закон. И у нас после этого закона вызывает серьезную обеспокоенность. Попытка любой стороны, необоснованной и вне рамках правового поля, пересмотреть сложившиеся границы, могут проявлять за собой цепную реакцию территориальных претензий и чревато новыми последствиями. Поэтому федеральный центр, к которому мы обратились, и руководство республики, и я как депутат должен принять жесткое решение по данному вопросу. Я как депутат от нашей республики хотел бы доложить, что мною сделано. С первого дня принятия этого закона вместе с участием нашей партии «Единая Россия», с председателем парламента, мы известили руководство Государственной Думы о последствиях, которые вызвать
вот эти такие решения. Также переговорили с партией, руководством партии «Единая Россия», с администрацией президента, управлением внутренней политики. Также в известность поставлен прокурор Российской Федерации. На сегодняшний день обращение нашего руководства находится у президента страны. Я надеюсь, что в ближайшее время те противозаконные акты, которые именно это в руках президента страны, должен принять по данному вопросу решения, которые не позволят нам нагнетать ту обстановку, которая есть между нашими двумя республиками на сегодняшний день. Мы обеспокоенность нашей республики предупредили во всех органах власти. Надеемся, что в ближайшее время этот закон будет отменен. И дальше, вот, с учетом нашего мнения, вот, съезда, мы, руководители республики, так же как я, депутат, будем использовать в решении этой проблемы вот, в дальнейшем. Надеюсь, что съезд вот, примет решение, вот, все замечания, предложения, которые были здесь, учтут при доработке резолюции. И мы, я уверен, что так же, как мы до сих пор решали, как это делали наши предки, в добрых, добрососедских отношениях с соседями примем решение. Мы знаем, что сегодня у нас уже даже короткий, за 20 лет уже несколько руководителей поменялось. Поменяются еще руководители, но мы никуда не можем деться, мы должны в соседстве жить, поэтому дал эту Богу, пусть Всевышний нам поможет, чтобы мы приняли правильное решение и интересы своей республики, интерес своего народа, чтобы мы всегда сумели соблюсти. Дал эту Богу, дал верху, Спасибо, Билан Багуниевич. Уважаемые представители, время наше истекает. Есть предложение предоставить слово жителю сельского поселения Нестеровское, жительнице, вернее, Говядиновой Светлане Николаевне. И примем решение по первому вопросу и пойдем с вами на перерыв. Добрый день. Добрый день, уважаемые делегаты съезда, уважаемые гости. Я не политик, не чиновник. И, может быть, мне далека, недоступна, как сейчас говорят, большая политика. Но я вам скажу, как женщина, как мать. Мой отец, дед, прадед, все жили на этой земле. Здесь похоронены мои предки. Всякое случалось, но мы, простые люди, ой, извините, я волнуюсь. Всякое случалось, но мы, простые люди, всегда находили язык правды и справедливости между собой. Жили мирно, бок о бок, с разными национальностями, пока не появились чьи-то корыстные интересы, и людей начали делить на своих и не своих, чужих и не чужих, на коренных и некоренных. Лились слезы матерей, потерявших своих сыновей и дочерей, независимо от нации и вероисповедания. Так давайте вспомним слова мудреца: «Одна слеза ребенка не стоит всех материальных благ мира». И сделаем все возможное, чтобы на нашей земле был мир и покой. Ведь за все совершенное в этой жизни придется держать ответ перед Всевышним. Большое спасибо. Уважаемые представители съезда народа Ингушетии, значит, Организационный комитет по согласованию с комиссией по определению границы было подготовлено постановление о ситуации, связанной с определением границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой. Обсудив вопрос о ситуации, связанной с определением границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой, съезд народа Ингушетии постановляет: первое. Одобрит отчет председателя комиссии Республики Ингушетия по взаимодействию с органами государственной власти Чеченской Республики по вопросу определения границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой о проделанной работе и признать работу данной комиссии удовлетворительной. Второе. Принять предложенная комиссия Республики Ингушетия по взаимодействию с органами государственной власти Чеченской Республики по вопросу определения границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой, обращение съезда народа Ингушетии к народу Чеченской Республики
и Республики Ингушетия. Третье. Признать правильными действия, принятые и принимаемые руководством и органами государственной власти Республики Ингушетия по ситуации, связанной с определением границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой. Направить, поступило предложение, настоящее постановление, обращение президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. Уважаемые представители, голосуют только представители. В соответствии с законом о съезде народа Ингушетии решение принимается простым большинством. Кто за то, чтобы утвердить предложенное постановление, прошу голосовать. Кто за? Против? Раз, два, три. 3 человека против. 4 человека. Решение принято. Значит, здесь в фойе у нас чай, кофе для делегатов. Прошу не опаздывать с перерыва. 12:30 ровно начинаем работу. Барклаша.